Просто так слова не придумаешь, чтобы песню сложить. Если бы не боль и тоска по родным, друзьям и душам. Но как бы ни было, родная мама, друзья не заменят мне семью. Где мои сестры и где мои братья? Sekinet meni canga paraytırık, kakıp bırlakalam şeliç. Но Секинат тебе расскажет обо мне, прочитав мои письма. И когда я пишу тебе, родная, будто смотрю в твои глаза, и передо мною стоишь ты, моя мама. Я боюсь умереть, буду честен с тобой, но, взяв оружие в руки, я иду в бой против врага, и стыдно не будет тебе за меня. От души, эхом ты передашь салам всем, где счастлив был я и вырос, Кавказским горам. Она поет песню, которую сложил ее брат. Аскерби писал им с фронта. Писал, как воюет, как скучает, как вернется после победы к родным в Карачай. Песня — это то, что он чувствовал и о чем думал на войне. Нет уж мочи и сил. Закончилась бы война поскорее, и вернуться бы мне в родные места. Марзи поет ее уже 77 лет. Каждый день. Чтобы не забыть. Чтобы теперь эту песню запомнили и внуки. Аскербию не суждено было вернуться ни в Карачай, ни к родным. Он погиб на фронте. Да и родных в Карачае к тому моменту уже не осталось. Дома не было. Его, как и весь карачаевский народ, просто лишили родины. И Карачай, и людей приговорили к забвению. У токарного станка Мухаммад Хаджи Ачибаев больше 75 лет. Работать выучился еще мальчишкой, чтобы кормить семью, 2 сестренок, старика отца и мать. Токарный станок не дал его семье умереть от голода, как умерли сотни карачаевских семей, высланные из Северного Кавказа в Среднюю Азию. Мухаммаду Хаджи тогда было чуть больше, чем сейчас его внучке. У него по-прежнему крепкая память, и он помнит многое, что хотелось бы забыть. Но это история его семьи и его народа, которую должны знать и потомки. Если по дороге кто-то умирал, то труп просто выносили и оставляли. Не было возможности даже похоронить умерших. Каждый, кто умирал, оставался по пути, и что с ними было дальше, неизвестно. Так мы ехали 18 суток, пока не приехали в Казахстан, где также была трудная ситуация, там был голод. Мы пришли к казахам, которые тоже голодали. Их положение было не лучше нашего, у них тоже не было еды. Это было только начало. Начало борьбы за выживание народа, который лишили родины. Борьбы длиною в 14 лет. Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 22 года. А уже 26 апреля 26 года область была разделена на Карачаевскую автономную область с центром в городе Микоян-Шахар и Черкесский национальный округ. Первый камень в основании нового города был положен в том же году в районе нынешней городской больницы. Собственно, при советской власти Карачай получил импульс для всестороннего развития. Строились больницы, открывались школы и техникумы, начинали работать предприятия, издается областная газета «Красный Карачай».
Об автономной области снимают документальные фильмы, которые рассказывают стране Советов о том, как хорошо живется карачаевцам в Советском Союзе. На этих архивных кадрах жизнь области бьет через край. Событий масса, люди довольны и радостны, ведь они строят свою новую, счастливую жизнь. Это уникальный номер областной газеты «Красный Карачай». 31 октября 1943 года. До черного дня Карачая 2 суток. Мы можем вот по заголовкам убедиться в том, что в области было все достаточно мирно, спокойно. Пожалуйста. Колхозы Верхние Мары заканчивает уборку. Праздничные подарки фронтовикам. А на первой странице мы видим сообщение Советское информбюро о победах Красной Армии. И здесь же объявление о дополнительном наборе, в том числе и карачаевцев, на курсы педагогического и учительского института. Получается, в области действительно даже не догадывались о том, что произойдет уже 2 ноября. В отличие от центра, который операцию и задумал, и спланировал. При этом исправно получая отчеты об уборочной, о выполнении областью планов. Москва даже предлагала Карачаевской области новые места для студентов, поскольку учителей не хватало. А область, между тем, готовилась вместе со всей страной праздновать 26-ю годовщину Октябрьской революции. Никакого особого названия у этой операции не было. Она просто была первой в череде депортаций целых народов. На Карачае Сталин оттачивал мастерство по переселению десятков тысяч людей с их исторической родины в пустынные районы Средней Азии и Казахстана. Этакий карачаевский пробник или сталинский оселок этнических репрессий. Как покажет впоследствии практика, методы сбоя не давали. Указом Президиума Верховного Совета СССР карачаевский народ подлежит выселению. Привлекались в основном силы Народного комиссариата внутренних дел. Еще начиная с осени 1943 года они были размещены на территории Карачаевской автономной области около 2 дивизий, которые находились в горных районах области. Когда они были размещены на территории области, возникли вопросы у населения местного, в принципе, у органов власти. Говорилось о том, что расположены на отдых, расположен для того, чтобы вести там борьбу с, возможно, какими-то там оставшимися противниками советской власти и так далее. И местное население относилось к ним доброжелательно, помогало, там, покармливало и так далее. То есть никакого такого подозрения, что именно для подобной операции они прибыли, у населения не было. Собирать людей для отправки к железнодорожной станции начали с утра. Операция проводилась одновременно по всей области. Для исполнителей важен был фактор внезапности, чтобы не успели убежать, не успели спрятаться. Я старший ребенок. Мать молодая была, 30 лет ей. Разбудил нас бешеный лай собаки во дворе. Отца не было, только мама и 4 детей, я старший ребенок. Мать тревожно вскочила с кровати и не успела подойти к окну, как вдруг постучались в дверь, сильно и грубо. На пороге стояли солдаты. Растерянные люди мечутся по дому. На сборы всего полчаса. И что брать с собой, как собрать детей? А их в каждом доме немало. Паника. И все это под дулами автоматов. 10 минут срок. Вас высылает, быстро одевайте детей. Он машину стоит. Сколько у вас человек? У нас 8 человек. Вот, отец, мать, 3 брата, 3 сестра. И вот раз, два, кто что может, одевали. И бросили нас в машину. Вот так наш дом остался открытым, домашние животные в сарае, собака на цепи, а вслед нам мычали коровы. Мне тогда было 12 лет, самому младшему братишке было тогда 3 месяца. Это была своего рода рулетка, и на кону порой стояла сама жизнь.
Ведь от этих минут на сборы зависело будущее семьи. Сможет ли она выжить там, куда высылали? Правда, понять это люди смогли лишь гораздо позже. Имеете право одну барашку резать делмекте. Офицер сказал, что имеем право одну барашку заколоть и взять на дорогу. Я уже был крепкий парень, учился в 6 классе. Забежал в сарай, зарезал козла и молниеносно разделал тушу. Kestim. 6. класс okuyma. 16 yıl болады. Вслед за офицером шли солдаты. Один из них мне подсказал, чтобы и птицу зарубил, и в дорогу взял. Солдат. Я так и сделал. Зарубил 17 индюков. Kestim. Daha da kestim. 10 tavuk kestim. Но это было потом. Уже после того, как Мухаммад Хаджи показал офицеру фотографии 5 своих братьев, которые воевали. А сначала-то семье дали на сборы всего полчаса. Кому-то помогло ведро меда, кому-то мешок кукурузы, пшена, чечевицы, или сушеное мясо, или наспех сваренное. Главное было успеть взять. Даже швейная машинка могла сохранить жизнь, позволить выжить. У мамы была швейная машина, она шила хорошо, она шила, кто просит шить, кое-что, она этим занималась. Их высылали как врагов народа, предавших в годы войны советскую родину. Солдаты и офицеры, участвовавшие в операции, ровно это про карачаевцев и знали. Так их инструктировали. Этим предательством пытались объяснить жестокую меру. Жестокую меру даже в жестокое время в отношении женщин, стариков и детей. Солдаты и офицеры шли за врагами, но врагов в этих карачаевских аулах не находили. И для них это стало откровением. Оказалось, что братья, сыновья, мужья этих врагов народа воюют в Красной армии. Погибают за советскую родину на фронтах, получают ордена и медали за свой героизм в войне с фашистами. Кто это? Братья, они на фронте воюют. В сундуке над всеми этими вещами фото 3 сынов, 3 сыновей, вот эти дедушка и бабушка, которые были в армии. Когда он увидел вот этот сейчас офицер, он прослезился. И видит, что мы собираться никто. Я маленький, они старые. Мурату Исукуеву было 12, деду 96, а бабушке 80. Старики были настолько ошарашены, что просто сидели и не понимали, что с ними происходит. А постановлением о выселении людям разрешалось взять необходимое количество вещей и продуктов. Вот только сколько и чего взять зависело от человеческого фактора, от конкретного офицера, который переступал порог Карачаевского дома. На пороге вооруженные солдаты. Они вошли в дом и вели себя очень грубо. А бывало и по-другому. Как выполнять жестокий приказ, каждый офицер решал сам для себя. Вот у моей матери сундук, а половина сундука – это книги, труды Ленина, Сталина, туда-сюда. Ее старший брат был секретарем Адыхабского райкома до переселения. Так? Его книги. Как война началась, он добровольцем ушел на войну, а книги оставил сестре, которой больше доверял. И вот когда нам сказали 30 килограммов взять, я тогда не понимал, что такое 30 килограммов. Взять и давайте туда. Начали солдаты, ходят. И моя мать стоит перед сундуком, плачет. Плачет, что ее старшего брата вещи остаются там. А строй, говорит офицер, до сих пор хорошо помню, фамилия его Жуков. Он обошелся очень благородно с моей семьей. Открой, молодой человек, лейтенант. Открой, говорит. Она открыла, он так раскинул, посмотрел книги, достает труды Ленина, Сталина. Дальше ковыряется, открывает его собственные труды. Это доклады райкомовские, туда-сюда. Чьи, спрашивает, моего брата. Где он? На войне. Положи сюда, что можешь, говорит, еще в сундук.
кроме тех 30 кило. Она положила туда одеяло, туда-сюда разные вещи. Он закрыл сундук и солдатам говорит: на машину сундук отнести. Вот и такие были среди них. Понимаешь? Вот этого человека я запомнил на всю оставшуюся жизнь. О таких историях помнят в Карачае, помнят и в Балкарии, откуда уже в марте 44-го тоже высылали народ. Балкарский народ. Был такой случай. Молодой лейтенантик с 2 солдатами пришел в дом к одной нашей старушке, увидел 4 сына, которые ушли на фронт, и на 3 уже похоронки были, да? И с ним была такая истерика. Его колотило, его, по-моему, взяли там прямо, отвели куда-то и отстранили вообще от этой заботы, от этой работы. И это было в нашем селении. Крайне тяжело складывалась судьба тех семей, которых высылали раздельно. Старики с внуками, но без матери, или сестры без родителей. Вариантов разлуки, связанных с этим трагедией, было великое множество. Для подростков без родителей в городе Фрунзе, ныне Бишкек, был даже открыт спецприемник. Только в Джамбульской области Казахстана на 1 февраля 1944 года в райотделение комендатуры НКВД поступило больше 2000 заявлений о розыске родных. Мы с братом оказались в разных составах. Дедушка с бабушкой там попали в совсем другой район, Киргизию, а мы в Казахстан с матерью вдвоем. Членов одной карачаевской семьи порой раскидывало по всем районам Средней Азии и Казахстана. И на то, чтобы найти друг друга, а тем более получить разрешение и собраться всей семьей вместе, мог уйти не 1 год. Исмаила Байрамукова депортировали с 2 сестрами. На тот момент их матери в селе не было. Они очень надеялись ее когда-нибудь увидеть, но проходил месяц за месяцем, а ее все не было. Даже сейчас он отчетливо помнит тот день, как работал в огороде, и вдруг... Я вот так поднял, как этот пятмень. Сейчас настроюсь. Смотрю, мать идет. Я не помню больше. Очнулся только в комнате. Занесли меня туда. Это какая радость. Это самая большая радость в моей жизни была. Из донесения начальника управления НКВД по Ставропольскому краю Ткаченко заместителю наркома внутренних дел СССР Круглову. В ноябре 1943 года из Карачаевской автономной области были депортированы 14 774 семьи, 68 938 карачаевцев. После выселения основного контингента выявлено еще 329 карачаевцев. Все были выселены в места основного проживания. Общее количество высланных граждан карачаевской национальности составило 69 267. Депортация была тотальной. Вот только нет в этой справке количества смешанных семей. А таких зачастую тоже высылали. Как, например, случилось с семьей Розы Хужевой. Папа говорит: и мы абазинцы, какое вы имеете право нас собрать? А они говорят, солдаты: это мы здесь разбирать не будем, это не наше дело. Если ты абазинец, оставайся. А детей и жену мы заберем. Жалобы, ходатайства уже там, куда высылали, не помогали. Не было директивы из центра. Местные органы НКВД и партии в своих запросах в Москву жаловались. Эта группа переселенцев возбуждает ходатайство об освобождении из спецссылки. Не имея ваших указаний о порядке рассмотрения таких жалоб спецпереселенцев, нами временно в ходатайстве им отказано. Со всего Карачая людей перед отправкой к эшелонам собирали в пункты эвакуации. Пешком, на подводах или свозили грузовиками. Кто-то вспоминает, когда проезжали Микоян-Шахар, нынче Карачаевск. Из громкоговорителей на центральной улице звучала песня «Прощай, любимый город». Прощай!
Они прощались с родиной и прощались со своими соседями, абазинами, русскими, черкесами, нагайцами, с которыми бок о бок жили не один десяток лет. В черкесском ауле Хумара из 300 домов в 40 жили карачаевцы. Провожать их 2 ноября вышел, казалось, весь аул. Окружили дом. Солдаты, как я помню, еще чуть-чуть. И начали машины подъезжать к ним, студебекари. И их начали грузить, плачут. И наши плачут, моя семья тоже плачет. Потому что у меня мать была карачайка, Чекуевых. А она тоже плачет, старуха плачет, все плачут. И это самое, ну что делать? А потом бабушка взяла ночью, которая спекла хлеб, ну чурек тогда было, штук 4-5, она пошла отдать им на дорогу. Ну, видимо, не стали старуху обижать, пустили, отдала. Старики и старухи плакали. В этом ушеле уже берекет насыпь не будет. Давай, давай, быстрее! Следующий, веселей! У каждой карачаевской семьи ее дорога в ссылку начиналась по-своему, от родного аула. А вот от станции Джигута путь у них был один. По железной дороге товарными эшелонами за 1000 километров. И путь этот прошли не все. Из справки начальника отдела перевозок НКВД Аркадьева заместителю наркома внутренних дел СССР Чернышову о ходе перевозок спецконтингента с Северного Кавказа по состоянию на 6 утра 19 ноября 1943 года. Всего погружено 34 эшелона. Прибыло к месту назначения и разгружено 31 эшелон. Находится в пути следования 3 эшелона. Так этапирование репрессированных выглядело на бумаге. Погружено, отправлено, доставлено. А ведь за каждой цифрой страдания, мучения, смерти конкретных людей. Десятков тысяч людей. Не помню, в какое время дня мы поднялись в эти вагоны. Но помню то, что в вагоны нас загружали, буквально набивали, как мешки, вплотную. Было очень тесно, даже стоять места не было. И когда поезд уже тронулся, какой-то старик бедный из этой толпы еле-еле из последних сил крикнул: «Ой, люди, дайте один разок воздуха глотнуть!» Но его никто не слышал из-за шума в вагоне. И вот так мы ехали. Слышно было только шум поезда. Было очень жутко. Ya Allah, mında qalan, ya Allah, qabırlarımızda jatan adamlarımızın, ya Allah, sen cənnət daxil et, ya Allah. Bu acaşa turgan cumuştu. Bunu kral tamam alabilirseler, bu zatını ettiririk türelle bizge. Gerekiz Allah'a kesi bizni boşlayıp, ya Rabban, ya Allah. Bunda da Allahu Teala bizni milletini çok etip koymaganı ne türlü küllede de. Gerekiz bugün de Allah'ımızga tayanayık da. Ey Allah'ım, varsa birse haksa, sen görmeyen cerge bizi barrık türlüz. Seni ışığında, seni rahmetine tayanabız da Allah'ımızga yüreğimizle baylanayıp da. Allah kesi bizge bu zulmuluk etkerlege, Allah kesi taptırırık deyip Allah'ımıza ışansak, Allah inşallah taptırır. Allah kesi yurtumuza ya Rabbana alemin. Qaytıp gel ya Allah, sen nasip ver. Bunda kalgan ata-analarımızı ya Allah, kartlarımızı ya Allah, kabırların koyup barabız ya Allah. Ey Allah, sizge amanattı Kafkaz deyip barabız.
Ya Allah sağ ol sen kaytıraset nasip ver de tileriz Allah'tan kızlar. Birbirimize bilek olayık, birbirini suyayık, avınganımızı örgü tutayık ya Allah. Ne tey birikmeklik diye de küçlük de boz atkayıp yüreğimizni baylayıp Allah kesip oluşmaklık etsin. Bargan yerimizge Allah kesip yol versin. Allah'a emanet biz. Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin ve ala. Они не знали, куда их везут. Никто не сообщил. Неизвестность страшила, но со временем к этой тревоге добавились мучения физические. Ведь в плохо оборудованные для перевозки людей вагоны набивали по 50 и более человек. А еще же и какие-то вещи с собой были. Вагон набитый битком. Несколько дней подряд не открывали двери. Люди много ли, мало ли, что-то ели, что-то пили. Нет, двое-трое суток закрытый вагон был. И люди под себя ходили. Там в вагоне мочились, да? Первыми тяжелых условий не выдержали старики. Они не просили о помощи. Да и кто и чем в тех условиях мог им помочь? Они просто тихо угасали. Под стук колес. В пути на вторые сутки стали умирать люди. В нашем вагоне умерли в тот день 2 женщины, и какие-то незнакомые мужчины пришли, подняли тела умерших и выбросили из поезда. А я с сестрой, девочки-подростки, наблюдали все это через окошко вагона. Хотелось пить, и девочки облизывали холодные стекла. Им казалось, что они влажные, и пить начинало хотеться меньше. Вот так мы и ехали. Потом останавливали вообще в безлюдном месте. Солдаты ходили по вагонам. Что искали, я не знаю. А потом из некоторых вагонов выносили типа кулек власть, смотанное что-то. Относили метров 20-30 от железки. Разрывали яму, небольшую яму. В песке нелегко разрывается песок, оказывается. Ложили туда, зарывали и уезжали. Но тогда я не знал, что они делают. Потом старшие, когда я подрос, рассказали, что это были люди, которые умерли в пути. Из распоряжения заместителя наркома внутренних дел СССР Чернышова. Договоритесь с органами Наркомздрава о выделении одной медсестры с медикаментами, необходимыми для оказания медицинской помощи переселяемым в пути следования. Но так лишь планировалось. Весь путь от станции Джигута до Средней Азии должен быть усеян могилами. Но нет этих могил, некуда прийти родным. Времени хоронить не давали. И что происходило с телами близких людей, теперь уже мало кто расскажет. Ой, Ой, много умирало. Сколько и не сосчитать. В вагоне их складывали как мешки, друг на друга. А когда мы ехали через большую реку, я в маленькое окошко и увидела, что тела в эту реку и бросали. Ey Kafkas tağlara, yerim tağla, biz nedene yine karabız. Siz acılarınıza, biz de acılayız, sizden ayrılıp bakarız. Sizden ayrılıp ketip da barabız, ömürlük yaşağın tağladan. Biz ölgenlege de acılayız, Allah'ına sıpılla sallam. Эшелон, в котором ехала семья Ибрагима Шаманова, шел через Сталинград. И этот город для них был особенным. Бабушке было очень важно хотя бы взглянуть на этот самый Сталинград. Ведь там воевал ее сын. В обшивке вагона было отверстие, кто-то отломал кусок доски, и женщина поспешила к нему. Но даже бросить просто взгляд на этот город ей не довелось.
Бабушка не успела, не забываю, пройти к котомке, тут же свалилась. Мне подумалось, что она споткнулась. Оказывается, она с возгласом сына, третью похоронку на сына, она получила именно из Сталинграда. 34 эшелона, 69 267 людей. И у всех практически схожие воспоминания об этом пути и чувства, которые он вызывает до сих пор. Обреченность и страх перед неизвестностью. Исмаил Байрамуков помнит того парня. Высокий, красивый. Но запомнился даже не он сам, а его поступок. Поступок мужчины. А однажды такое получилось. Ну, затыхаемся. Кричим, а он идет. Кто идет. Не знаем, что делать. А среди нас был молодой человек. Он вскочил на нару, лег на спину, и вот он начал колотить. Бешено начал колотить. Истово. В каком-то состоянии, это запомнил я. Бьет, не останавливается. И пошел воздух. А он колотит, он еще чувствует это, колотит. Мы уже, как там женщины кричат, мы старушки, ежебугант, уже хорошо. И он тогда откинулся на спину. И поверьте мне, он запел. Запел. Придя в себя, запел песню. И маме Шамиле. Преданий много в Дагестане, расскажет вам любой аул, как был подкуплен юнкерами, стоявший ночью караул. Алла верды, Алла бери, громким, красивым голосом. Он, наверное, в этот момент почувствовал суть переселения, депортации, свобода, что такое. Шамиль за свободу боролся. И вот, и, наверное, это и заставило его спеть эту песню. Что он, мужчина, сумел помочь старушкам, старикам, детям. От Карачая до мест высылки только по официальным данным не доехали 653 человека. Многим просто было нечего есть. В докладной записке начальника ГУЛАГа Наркому внутренних дел по итогам этапирования отмечено: до 70% карачаевцев прибыло к местам расселения без продуктов питания. И это были лишь первые жертвы целого народа, приговоренного к забвению. А сколько их еще будет за 14 лет изоляции от Родины? Только наш батальон потерял половину ранеными и убитыми. Этот бой запомнился как самый кровопролитный после Сталинградской битвы. Другие были не легче. Их были десятки, но этот... Казалось, не было ни клочка земли, на котором не разорвался бы снаряд. Трудно поверить, что в том бою могло остаться что-то живое. Так писал в своем дневнике военный медик старший лейтенант Адрахман Тимирджанов. Дневник он вел все то время, что был на фронте с 1941 года, когда после медучилища его призвали в Красную армию. Он воевал в саперном батальоне особого риска в штурмовой части. 3 раза менял фронт на госпиталь, а госпиталь на фронт. Военная почта исправно доставляла письма Адрахмана в Карачай, а родные ему писали в ответ. С ноября 43-го писем из дома не стало. Только 31 января 1944 года лейтенант Тимирджанов узнал, что случилось с его родиной. Получил письмо от моей учительницы. Пишет, что выслали весь народ, а не только мою семью. Ходил сам не свой. Потерял сон, аппетит, осунулся еще больше. В моем сердце была обида и боль, но не было страха за жизнь.
плакал не голосом, а душой. В эти дни я думал, что сойду с ума. Кроме всеобщей беды, войны, у меня была и своя беда — выселение семьи. И утонул я в этом горе, как в омуте. Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медали за отвагу и оборону Сталинграда. Медаль за отвагу ему вручал в Кремле всесоюзный староста Михаил Калинин. Назвал сынком. Ведь Абдрахман оказался там самым молодым из награжденных. А потом его хотели комиссовать. Но не из-за ранений, легкие были слабыми. Но он попросил, и его оставили в части. Для меня наступили мрачные дни. Самые беспросветные, которые я видел в жизни. Это был тяжелый удар. Бродил по траншее, веря и не веря своему горю. «За что?» – спрашивал я. Сам прошел километры по дорогам войны, терял друзей. Как теперь жить дальше? А дальше он снова воевал. За Родину и за Сталина. Ровно так, как воевали 15 600 карачаевцев на всех фронтах Великой Отечественной. Я рада приветствовать вас в нашем замечательном музее на экскурсии, посвященной герою-партизану, герою Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Осману Мусаевичу Касаеву, имя которого тесно связано с нашей местностью, с нашей Тихтинской землей. В сельской белорусской школе первоклассникам рассказывают, благодаря чему эта глубинка оказалась связана с карачаевским аулом Хурзук. И чем прославился человек с таким непривычным здесь именем – Осман Касаев. Тем более, что с 1978 года пионерская дружина школы носит имя этого человека. В холле пионеров встречает бюст партизана, на втором этаже музей, а неподалеку памятник, у которого первоклассников со временем примут в пионеры. Здесь чтут память о карачаевце Османе Касаеве. Мы находимся в святом месте. Именно здесь, в августе 1941 года, был образован один из первых партизанских отрядов на Могилевщине, который потом в дальнейшем возглавил герой Советского Союза Осман Мусаевич Касаев. Почему именно здесь? Потому что недалеко отсюда находится деревня Угощина, где когда-то жила Феокла, или как ее местно называли, Пеокла Наумович. В июле 41-го к ней постучались красноармейцы, выходившие из окружения. Среди них был и офицер Осман Касаев. Первые землянки отряда появились ровно на этом месте. Сейчас здесь мемориальный комплекс. К этим трем советским солдатам, офицерам стали приходить местные. Со временем организовали партизанский отряд. Вначале это был просто отряд, но очень скоро это уже стал партизанский полк, который в память о том боевом подразделении, в котором служил Осман Мусаевич Касаев, был назван 121-й партизанский полк. К концу 43-го, когда отряд превратился в полк, его-то как раз и возглавил Осман Касаев. Под его началом было 1200 человек. Ровно в это самое время его родных из аула Хурзук советская власть объявила предателями и выселяла в Среднюю Азию. Надо полагать, что сообщения с Большой Земли этого события не касались. И то правда, зачем беспокоить партизана, который в тылу врага так отчаянно защищает советскую власть? Наверняка в составе партизанских отрядов, бригад сражались очень многие другие карачаевцы и балкарцы. Фотопортрет карачаевца Кипкеева Курмана Рамазановича. Он оказался в окружении на территории Белоруссии. На начало Великой Отечественной он являлся военнослужащим Красной Армии. Сидеть сложа руки он не захотел и включился в партизанское движение. Мурадин Гаджаев из аула Нижняя Теберда командовал ротой в партизанском движении имени Щорса в Брестской области. Шукур Крым-Шамхалов из аула Верхняя Теберда командовал взводом в отряде «За Родину». Кичибатыр Хаиркизов из аула Верхняя Мара воевал помощником командира Сеннинской партизанской бригады. Юсуф Чумаев воевал в партизанском отряде «За Родину», участвовал в партизанском параде в Минске 16 июля 1944 года. Низи Шоштаев, партизан отряда имени Суворова,
представлен к званию Героя Советского Союза. И это лишь малая часть карачаевцев, которые ушли воевать с фашистами. Осман Касаев свое звание Героя Советского Союза получил лишь в 1965 году, посмертно. Но свою благодарность этому человеку белорусы выразили гораздо раньше, когда его народ еще не был реабилитирован. Сразу после войны на собрании жителей деревни Сермяженко было решено переименовать ее в честь Османа Касаева. Найти более достойную фигуру в нашей истории, которую мы чтим, чем Осман Касаев, чтобы дать будущему поколению как пример просто героизма, смелости, лучше не найти. Поэтому, соответственно, и название населенного пункта говорит само за себя. То есть мы оставляем память о том, о проходящих годах, о прошедшей войне, чтобы воспитать наших людей, наших детей с тем чувством героизма и ответственности. Осман Касаев умер после тяжелого ранения 18 февраля 1944 года. Вполне вероятно, так и не узнав, что его народ репрессировали. Но даже если бы узнал, трудно представить, чтобы этот человек, как и другие карачаевцы-фронтовики, стал бы воевать как-то по-другому. Хамид Канаматов ушел в армию на второй день войны. На Калининский фронт во время тяжелейших боев под Ржевом он попал уже младшим лейтенантом. Потом выходил из окружения под Калининым, участвовал в наступлении на Великие Луки, воевал честно. И тут его вызвал командир. Я не знаю, что с тобой делать. Я говорю, я вас не понимаю, товарищ подполковник. Он говорит, да вот директива поступила о снятии с фронта лиц карачаевской национальности. Тогда я опустился и говорю, товарищ полковник, я от депортации понятия не имею. И в чем повинен мой народ, я не знаю. Но я, говорю, воспитан Всесоюзным Ленинским коммунистическим союзом молодежи. Я должен воевать с фашистами. Если мне взвод не доверяете, то оставьте рядовым связистам. Под вашим давлением я буду воевать. Этот человек встал, подошел, обнял. Будем решать. Иди, будем воевать вместе против фашистов. Вот это первый раз я услышал, что о депортации моего народа. Хамид Канаматов остался в армии и в 1945-м брал Кенигсберг. Но в представлениях к награждению и медалью за отвагу и за взятие Кенигсберга в графе национальности у него значилось теперь «кореец». Точно так же и лейтенанту Тимирджанову национальность изменили, чтобы остался на фронте и воевал спокойно. Было прямое указание о снятии с фронта, отправлении в места депортации. Но многие, вернее даже, скажем так, не многие, отдельные командиры брали на себя смелость и либо по мотивам просьбы самого военнослужащего, либо по мотивам как бы ценного бойца, командира, офицера и так далее, оставляли представителей репрессированных, депортированных народов, в том числе карачаевского народа, на фронте. И чтобы предупредить вот такие моменты, что мало проверка бывала, там особых отделов и так далее, именно поэтому те солдаты, офицеры, которые вот предыдущих своих наградных записаны карачаевцами в 1942 году, в 1943 году, они в 1944-1945 году в документах числятся казахами, киргизами, осетинами, татаринами и так далее. Из 15 с лишним тысяч карачаевцев, ушедших на Великую Отечественную, более 9 тысяч солдат домой так и не вернулись. Карачаевцев лишали родины на основании вот этого указа Президиума Верховного Совета СССР.
Во время оккупации многие карачаевцы вели себя предательски, предавали честных советских граждан, показывали дорогу немецким войскам. Постановление Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Карачаевской автономной области датировано 12 октября 1943 года. Получается, что до самой депортации было еще 3 недели, и люди все это время строили планы, мечтали, чего-то хотели, а центральные власти, как бы успокаивая их, мол, все хорошо, благодарили за вклад в победу. Генералиссимус Сталин передавал колхозникам и трудящимся Малокарачаевского района братский привет и благодарность Красной Армии за сбор 1 миллиона рублей на строительство боевых самолетов «Колхозник Карачая». Был, конечно, коллаборационизм на территории Карачаевской автономной области. Но коллаборационизм был абсолютно на всех территориях, которые были оккупированы в ходе Великой Отечественной войны. От Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавия, Россия, естественно, Северный Кавказ. Вот проведем границу, везде были коллаборационисты. И, собственно говоря, немецкая оккупационная политика на этом и строилась. Выстраивание местных, национальных, этнических или же просто местных органов управления, подконтрольных германской администрации. Ну и, собственно говоря, карачаевцы не были здесь исключением. В исторической науке до сих пор нет однозначного мнения об истинных причинах депортации. Среди вероятных называют сразу несколько. Почему карачаевцы? Что, собственно говоря, произошло? Почему именно они? Вот. Во-первых, я вспоминаю один документ, акт Карачаево-Черкесской республиканской комиссии по реабилитации карачаевского народа 1992 года. В этом акте говорилось буквально следующее, что эта акция имела целью расчленение территории Карачаевской автономной области между 3, ну, как бы мы сейчас сказали, ну, не субъектами, а 3 образованиями административными: Ставропольским краем, Краснодарским краем и Грузией. И за этим сценарием стояли 2 человека. Это Берия и Суслов. Карачаевские названия очень оперативно превратились в грузинские. Грузинским переселенцам, которые занимали пустые карачаевские дома, родные названия были ближе. И вместо города Микоян-Шахар, так раньше назывался Карачаевск, появился Клухори. Аул-Хурзук стал Зедваки. Вместо Учкулана – Меднисхеви. Карт-Джурт стал Мтис-Дзири. Даже рудник Эльбрус переименовали на грузинский лад – рудник Магаро. А Учкуланские и Микояновские районы оказались в составе Грузинской ССР. Чтобы подтвердить обоснованность географической версии о выселении, ученым требуются архивные материалы, которые еще не приданы огласке. Точно так же белым пятном они называют интересы отдельных лидеров и деятелей союзного и республиканского масштабов того времени, вовлеченность советских элит в проведение депортации и, как следствие, передел границ на Северном Кавказе. Впрочем, дело может оказаться не только в границах. Я, насколько знаю по материалам, что провал партизанского движения в Карачае и в Ставропольском крае, который возглавлял Суслов, он провалил. И нужно оправдать. Для оправдания нужно было показать целые народы, маленькие и малые народы, которые были предатели, и благодаря им партизанское движение провалилось. Партизанское движение было, воевали, были мужественны, но, может, в таком масштабе, который было запланировано, которые партийные органы планировали, но не удалось. Кроме абстрактных обвинений карачаевскому народу, Кремль поставил в вину и 2, казалось бы, достаточно конкретных эпизода так называемого предательства. Но вот тут вот начинаются уже действительно любопытные вещи, которые потом легли как обвинение против карачаевского народа, что не коллаборационистской оккупационной администрации, а еще в момент отступления Красной Армии и наступления немцев, то есть это конец лета 1942 года, бандформирования, которые потом, соответственно, составили костяк формирований, которые были подконтрольны немцам, вот они совершили 2 преступления. Во-первых, это преступление, связанное с уничтожением эвакуированного Армавирского детского дома, 60 с лишним детей убили.
и окружили, пленили более полутысячи красноармейцев. 100 с лишним из них расстреляли, остальные были пленены, угнаны. Вот еще одно преступление, то есть более полутысячи красноармейцев. Вот эти два преступления потом вменялись в вину. В обоих этих обвинениях есть очень много белых пятен и нестыковок. Вот. Ну а потом уже, конечно, стало ясно, что эти факты не подтверждаются архивом, Центральным военным архивом Министерства обороны, данных таких просто нету. Многие обвинения формировались уже тогда, когда карачаевцы были депортированы. Речь, в частности, идет о воспитанниках Евпаторийского детдома, которые сначала эвакуировали в Армавир, а потом якобы в район Нижней Теберды. Еще во время войны главная военная прокуратура отказалась от всех обвинений против нескольких жителей этого селения, будто бы расстрелявших детей, а позже выяснилось, что детдомовцы вообще до Карачая не добрались. Что же касается красноармейцев, то проверка Ставропольской прокуратуры однозначно установила: нет фактов, подтверждающих пленение в Учкулане 500 красноармейцев и расстреле около 100 из них. Но все эти выводы были сделаны гораздо позже. В 1943 году надуманных поводов вполне хватило, чтобы репрессировать целый народ. Для обвинения использовался и еврейский вопрос. Будто бы карачаевцы пособничали фашистам в уничтожении евреев. И это тоже легло в обоснование депортации. Иерусалим. Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. На каменных плитах фамилии 26 513 человек из 51 страны. Они признаны праведниками народов мира. Это звание присваивают не евреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы. На российской плите в том числе и фамилии семьи Халамлиевых из Теберды. С августа 42 по январь 43 три сестры Гейдман, Бронислава, Фаина и Лина, прятались в их доме. Один из сыновей, Мухтар, до этого был знаком с девушками, с 3 сестрами Гейдман. Познакомился с ними, они работали в городе Михаян-Шахаре, работали в госпитале. Вот все начинают уходить, немцы наступают. Девушки не знают, что им делать, как убежать. Он разговаривает с этими девушками, он с ними до этого уже был знаком несколько месяцев, сажает их на машину, он работал водителем, и привозит в дом своего отца Шамаила. Приводит в дом своего отца и рассказал, говорит, вот не знаем, что делать. Девочки испуганные, заплаканные. Тогда мой дед говорит: пускай остаются с нами в семье, что будет с нами, то и произойдет, и с ними произойдет. Благодаря этому деянию 3 семьи, 3 члена семьи были спасены, в отличие от подавляющего большинства евреев, которые оказались в этом регионе, у которых не было таких заступников. Вопрос в чем-то очень сложно, конечно, заглянуть в душу человека, особенно столько лет спустя, и понять, почему они так поступили. В деле семьи есть свидетельство о том, что глава семьи, а именно он, принял окончательное решение. Традиционная мусульманская семья, естественно, такое решение не могло быть принято никем иным, кроме как главой семьи. Он после долгих колебаний, он сослался на Аллаха и вот сказал, что вот это нужное дело. Так вот он понимает, так сказать, божественное повеление, что надо помогать ближнему в такой тяжелый момент. Акт спасения, спаситель еврейской семьи, он был мотивирован религиозными соображениями. Это было непростое решение. У самих Халамлиевых, Шамаила и Фердаус, было 11 детей. А за укрывательство евреев грозил расстрел. Тем более сестры были уже взрослые. Они бежали от фашистов из Киева и осели в Карачае. Старшая Бронислава стала работать в военном госпитале, младшие Фаина и Лина продолжали учебу в местном пединституте, но для немцев на 5 месяцев оккупации Карачая они стали Байдемат, Фатима,
и Асият. Это можно обмануть немцев, одеть в такую национальную одежду, но ведь все же знают в ауле, сколько у Шамаила детей, да? Все прекрасно знали, все прекрасно понимали, что это за девушки, какой они национальности. Ведь мы же прекрасно понимаем, везде была развешено, что лица еврейской национальности должны прийти в управу, да? Что их собирали, что потом их многих расстреляли. Фашисты про сестер так и не узнали. Шамаила Халамлиева никто из односельчан не выдал. Вот оно, свидетельство о благородстве карачаевской семьи. Его вручил в Москве 26 апреля 1995 года посол Израиля в России среднему из братьев Халамлеевых, Султану. В верхней части диплома семисвечник и языки пламени вечного огня. Надпись по-английски: «Кто спас одну жизнь, спас весь мир». А ниже обоснование. Комиссия по установлению праведников народов мира при Центре по увековечению памяти героев и жертв выражает свою высочайшую признательность Шамаилу и Фердаус Халамлеевым и их сыновьям Мухтару и Султану, которые в годы Холокоста в Европе, рискуя своей жизнью, спасали подвергавшихся преследованиям евреев. И таких примеров за время фашистской оккупации Карачая немало. Доброе дело вот этой семьи, оно приобретает дополнительный оттенок, положительный оттенок, множество положительных оттенков, которые надо, соответственно, рассказывать, передавать из поколения в поколение, ну и пытаться, чтобы следующие поколения восприняли вот эти идеи гуманизма, может быть, основанного на религии, может быть, меньше основанного на религии, и помощи ближнему в тяжелый момент. Потому что семья, безусловно, рисковала всем, не только с жизнью своей собственной, но и жизнью детей. Семья Халамлеевых и сестры Гейдман за годы войны не потерялись. Более того, когда карачаевцев депортировали, девушки обивали пороги, пытаясь достучаться. Это достойные люди. Они нас спасли и не заслуживают такого. Они пытались сообщить советским властям, что о добром деле, которое вот они оказали, можно сказать, о подвиге. Но это не повлияло на решение о депортации конкретно данной семьи. Все должны были быть депортированы. Сестры Гейдман разыскали семью Халамлеевых в Киргизии. А одна даже приезжала туда, чтобы поддержать. Ей удается добиться того, чтобы всю семью из Пахта-Орала переселили в город Фрунзе. В местах новой для них жизни карачаевцев поддержали многие. Обычные советские люди. Они не увидели в переселенцах ни врагов, ни предателей. Пришел в 1946 году первый класс, голодный, с опухшим лицом, и заходит учительница молодая, в одной руке книги, в другой корзинка с кусочками черного хлеба для каждого ребенка, а класс был 30 детей карачаевских. Это была Мария Павловна Куликова, добрейшая душа. Уже после возвращения на родину он искал ее 17 лет. Говорили, что ее и в живых уже нет, а он нашел. Даже ездил к ней во Фрунзе. Сказать спасибо. А потом в Карачай приезжала и она. Чалдовар, Мирзагуль, Голодная степь, Пахта-Орал, Кызыл-Кия. Маленькие степные городки, деревни, села, которые на карте отыскать трудно. Но эти люди, эти названия запомнили навсегда. Станция Пахта-Орал, несколько домиков в казахской степи. Именно она стала для очень многих карачаевцев отправной точкой 14-летней жизни в изгнании. Сюда их привезли, и отсюда они потом возвращались на родину. Но не все. Те, кто смог выжить. Азия забрала у меня бабушку по отцовской линии, дедушку по материнской линии, моего младшего братишку, мою тетю. На станции эшелоны встречали. Как сейчас выясняется, власти продумали все этапы депортации, по крайней мере, в директивах.
еще за месяц до ее начала. Постановление Совета народных комиссаров Казахстана от октября 1943 года скрупулезно расписывало, как перевозить, куда и где людям селиться. Их разбирали по местным колхозам и совхозам, давая под жилье любые пустые здания, или уплотняли колхозников, подселяя переселенцев в дома местных. Мы попали в колхоз имени Ленина. В тот день слабый снег шел. Нам дали домик, у которого стояли только стены, и то из саманных блоков, а крыши не было. А впереди была зима, пожалуй, самая страшная за годы депортации. И пережили ее не все. Если верить разным постановлениям, то спецпереселенцам должны были предоставить возможность построить саманные и глинобитные дома или приспособить под жилье пустующие, восстановив их. Это было в планах, а действительность оказалась иной. Зимовали где и как получится. Везло тем, кого пускали к себе в дома казахи, киргизы, русские. Один мужчина подошел к моему отцу и предложил нас приютить в своем доме. И мы пошли к нему. Дом был длинной формы, и он нам предоставил 2 комнаты. У них было хорошее домашнее хозяйство, коровы. Когда доили, они постоянно делились молоком. К декабрю 1943 года по областям Казахстана и Киргизии было расселено 15 987 семей. 68 614 человек из бывшей Карачаевской автономной области, в том числе мужчин 12 500, женщин 19 444 и детей 36 670. Их разбросали почти по 500 селений Средней Азии. Мне повезло. Когда мы туда доехали, мне повезло тем, вернее, нашей семье, тем, что мы попали в чисто немецкое село. Ну, вы, наверное, знаете, что немцы народ культурный. Когда полуголодные бегали, за нашим домом стоял дом, немецкий дом. И мать, ихняя Матильда, ее имя. Сын ей, у нее был сын мой ровесник. Яков, иди кушать. А потом с акцентом таким: Абдулля! Меня зовут Абдулла. Абдулля! Иди! Подкармливала. Голод. Чувство голода постоянно с тобой. От него не отвлечься, не забыться. Оно ежеминутное даже во сне. Гвоздем сидит в голове что-то найти, что-то положить в рот, чтобы притупить этот голод хоть немного, хоть ненадолго. После войны ушли. Отец приходил с работы уставший. 4 похоронил сегодня. Умирали и от голода, и от болезней. Большинство из них были дети. Видел, как осиротевшие дети ходили, просили что-нибудь поесть. Никак не забуду, как в детстве мама варила кукурузу и как курам сеяла на землю для всех детей. Не давала по одному початку кукурузы каждому, а так делала, наверное, чтобы всем детям поровну досталось. И мы, дети, клевали, как птицы. Неимоверно тяжело приходилось тем семьям, где были младенцы. Мать бедная, младшего грудного мальчика не могла накормить из-за того, что у нее своего молока не было, а ребенок был очень слаб, и в результате он умер от голода. 2 брата и сестра умерли там, в Казахстане. Сестра и самый младший братик умерли от голода, а средний – от инфекционной болезни кори. Однажды вечером отец о чем-то рассказывал маме, вытирая слезы. И мать тоже плакала, но я подслушала. «Бедные мои девочки, сегодня я их оставил без хлеба. Когда шел домой, то встретил детей, голодающих, с опухшими ножками. Они еле шли. Вот я и поделил наш кусок хлеба между этими детьми, поэтому пришел без хлеба». Страшно было на них смотреть. Голод не выбирал. С этим чувством изо дня в день, из месяца в месяц жили карачаевские старики, дети и женщины.
Разница между ними была лишь в том, что дети есть просили, а взрослые этого себе не позволяли. И мучились от того, что не могут ничего дать, не могут помочь детям, которые умирали у них на глазах. Сколько страшных мучений испытали. Я и сегодня, если увижу на полу крошку хлеба, поднимаю и кладу в рот. А дочкам это не нравится, говорят, накликаешь голод. А я им в ответ: я знаю цену этой крошки. Я испытала голод. Мы жили с мечтой досыта наесться бы хлеба. И неизвестно, что было страшнее: пережить смерть своих детей, либо умирать от голода самому, понимая, что оставляешь детей безнадежно одних, без всякой помощи, без иллюзий, что они не будут мучиться. Хаджи Умар пришел к моему отцу и говорит: «ГК, рядом с нами жила семья из Мары. Что-то их не видно уже 3-4 дня. Не видел, чтобы их дверь открывалась. Боюсь, что с ними что-то случилось. Сходить бы посмотреть, как они там». Отец согласился, и они пошли в тот дом. Услышав это, я тоже побежала с ними. Когда они открыли дверь, нас напугала стая больших черных мух, которая устремилась к двери. Я очень испугалась. А когда зашли в дом, то увидели страшную картину. Отец, опухший, лежал мертвый на полу, а дети, 3 сыновей, Хаджи Бекир, Хусейн и Гитче, и 2 близняшек, Саният и Аният, не знали, что делать, и сутками на это смотрели. Такое видели и пережили многие, как умирали родные, умирали соседи, а еще как голодали, как ютились по землянкам, баракам, даже коровникам, как искали хоть что-то, чтобы поесть. Мы ели, что находили. Даже бывало, если с машины, которая везла пшеницу, падали зернышки, то мы бегом бросались из пыли их поднять и жевали. Мы этим спасались первое время. Люди гибли от голода и болезней. Ослабший организм сопротивлялся как мог. Цеплялся за жизнь, но в конце концов силы просто заканчивались. Роза Айсанова пересказывает слова матери о том, как умирал ее сын, брат Розы, а 3 ее дяди в это время были на фронте. Старший меня, Вова, он заболел от воды. Там же грязная вода, говорят, была, я не знаю. И младшенькая заболела. Старшему было 7 лет, а маленькому еще года не было. И от этой воды они оба умерли. Старшенький все время, говорит, он лежал в больнице, я рано утром встаю, говорит, сразу бегаю к нему, а на этой печке, говорит, ведро воды стояло, что дети пили там в больнице. Потом я говорю: мама, пить хочу. То там 2 метра, говорит, между печкой и койкой. Я, говорит, повернулась, оттуда взяла кружку воды, пришла, говорит, к сыну, он уже мертвый. Там, говорит, минутное дело. Ну, а потом что делать? Я, говорит, завернула его, привезла, говорит. Целую ночь он лежал со мной, а утром похоронили. Хоронить старались как положено. Старики, что покрепче, копали могилы, читали молитву. Но так было в начале. Постепенно стариков становилось все меньше, и хоронить умерших приходилось женщинам и подросткам. Похороны такие, что не было, говорит, ничего. Зачем завернуть ребенок? Если мы нашли какую-нибудь простыню, говорит, мы такие рады были, что завернуть его и положить. А яма-то, говорит, там 2-3 человека на одном яме, потому что копать некому было. Люди с голоду умирали, нечем было, говорит. Чего только они не видели. Повидали и испытали в эти годы немало, даже дети. Такого, что и в голодное военное время представить себе никак не могли. Но оказалось, что и вот так бывает.
Потом еще соседка была, девичья фамилия Алакаева. Ее муж Чигаров Хамид Исмаилович ушел в армию и без вести пропал. 8 детей у них было. И вот эта женщина пропала. Пришел однажды племянник моей бабушки и говорит: приходили люди и сказали мне, что там в пустыне нашли труп женщины, похожей на голоку. Собаки и вороны рвали ее тело. В слезах они пошли опознать. И действительно, это была она. Все тело распухшее, страшно смотреть, а птицы, вороны и собаки разорвали тело бедной женщины. И никто не осмелился подойти и собрать ее останки. Страшно было смотреть. 8 марта 1944 года родины лишились и балкарцы. До того мы были народом-государственником, да, что мы не верили этому. Нам говорили, что карачаевцев выслали, а мы говорили даже, как могли выселять целый народ? Это невозможно. Ну, можно где-то среди народов, мало ли разных людей. Можно того, которого в чем-то подозревают, в чем-то обвиняют, его посадить, отправить и все прочее. А народ как? Их обвинили ровно в том же, что и карачаевцев, будто бы были предатели, коллаборационисты. В борьбу против оккупантов балкарцы якобы внесли малый вклад, а Балкария в целом оказалась неспособна защитить Эльбрус. Конкретно 2 последних обвинения приписывают лично наркому внутренних дел Лаврентию Берии. А умирать за то, в чем не виноваты, люди начали еще в пути. Если получалось, то тела умерших прятались среди живых, чтобы довести и похоронить достойно. Но так мало кому удавалось. В нашем вагоне скончалась одна женщина. Ее звали Хаймес, она была по мужу Таппасханова. Так, это уже мы приближались к месту назначения, потому что нас, детей, выдвинули ближе к дверям, а сзади нас что-то там пошуршали, женщины, все это. Оказывается, они спрятали эту женщину, чтобы не выбросили ее по дороге, выбрасывали мою родную бабушку Колобекову Рукуят, мать моей матери, бабушку, в пути сняли, оставили на полустанке где-то, и все. Было выселено 37 703 балкарца. На железнодорожной станции Нальчика сформировали 14 эшелонов, в каждом 56 вагонов, в которые загоняли по 40-45 человек. По документам составы обозначались кодом: Северный Кавказ 455, пункт назначения Средняя Азия. В начале 3-го месяца умер самый младший братишка наш, 8-месячный. У матери молока нет, есть нечего, все голодные. Вот. И пошло. В течение 18 месяцев у нас в семье умерли 6 человек, детей. И последним отец умер. Сперва мы нормально копали. 1,5 метра, там, метр, все. Ну а потом, слушайте, и голодный, и усталый, и там надо работать, и здесь, да. Видимо, копали не очень глубоко, где-то сантиметров 50-60, да, засыпали. Дикие собаки повадились, вырывали эти трупы. Ой, боже мой, как сегодня помню. Между собой устраивали дикие драки. Кишки тащили друг от друга, человеческие. И практически в каждой балкарской семье, как и у карачаевцев, кто-то из родственников погиб на фронте, защищая свою советскую родину. На мемориальных плитах селения Верхняя Балкария имена невернувшихся. Сразу по 5, 10, 15 фамилий одного рода. Атабиевы, Бозиевы, Жангоразовы, Мессировы, Настуевы, Османовы, Тимиржановы, Тимукуевы.
В боях с фашистами погибло около 5000 человек, а в далеких киргизских и казахских селах их сосланным сыновьям хотелось на фронт. Хотелось доказать, что они ни в чем не виноваты. Они не враги. Люди рвались в бой, думая, что вот война закончится, а я не буду героем. Героями они становились на фронтах трудовых. Переселенные, они работали не на страх, а на совесть. Работа – это был тот основной фактор, который давал, с одной стороны, возможность выживать, потому что если ты не работаешь, ты ничего не будешь. А с другой стороны, это был фактор адаптации к местным условиям. Это объяснение ученого. А спецпереселенцы об этом и не думали. Они просто работали, как привыкли, по-другому не умели. И за этот труд Родина, обвинившая их в предательстве, награждала и балкарцев, и карачаевцев. Находясь в депортации, чтобы получить награду, медаль, орден, нужно было такие трудовые подвиги совершать, которые, наверное, совершали и на уровне рекорда мирового уровня. 3 человека стали героями социалистического труда. Десятки были награждены орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Сотни были награждены медалями там, за трудовое отличие, за трудовую доблесть и так далее. Эти люди были признаны врагами и в наказание лишены родины и сосланы. Они работали будто назло, будто вопреки. Пусть хотя бы трудом, если не доказать, то хотя бы показать своей стране, что они такие же советские люди, точно так же хотят победы и чем могут эту победу приближают. Вот я когда удивляюсь, когда говорят, у нас здесь 400 или 300 центнеров от свеклы урожайность, меня это удивляет, потому что в то время мы собирали урожай в среднем это 800 центнеров, а лучшие вот эти работницы от Карачаевки, вот, которые там получили вот герои соцтруда, они получали 1000-1200 центнеров и больше. Для контроля над всеми депортированными и над такими вот ударниками труда и передовиками были созданы спецкомендатуры, где каждого человека ставили на учет с обязательной ежемесячной проверкой. За любое нарушение, включая неподчинение коменданту, поселенцам грозило административное или уголовное наказание. Из указа Президиума Верховного Совета СССР в целях укрепления режима поселения за самовольный выезд или побег из мест обязательного поселения виновные подлежат наказанию в виде 20 лет каторжных работ. Но вернуться на родину, в Карачай, увидеть Эльбрус, свои реки и аулы хотя бы во снах и воспоминаниях, этого их лишить не мог никто. Все время был на глазах этот сад. Я рос под этим садом. И с 2-летнего возраста до 5-6 лет с дедом в этом саду. И вот каждое дерево было знакомо. Sen kökçe temiyikse uvak tavlanı içinde miyala kebek cıltıray kanla buzların üstünde vardı ak dolum sen cayratıştaki yese gün bozulur da terrese boran eter gesüyese. А еще мечтали. Вот закончится война, будет победа, и их перестанут считать врагами. Ведь с фронта вернутся сыновья, братья, мужья, которые эту победу вместе со страной завоевывали. И тогда-то, наконец, все поймут, что карачаевцы и балкарцы ни в чем не виноваты. А в Москве просто, наверное, ошиблись. Была такая вера у людей, и поэтому День Победы ждали по-особому. И, наконец, 9 мая наступило. Я как сегодня помню, радость такая, торжество такое. Объявили
закончилась война. Но нас к этому торжеству не подпустили. Нам дали добро, что мы в этот день не работаем. Мы собирались кучками. Женщины-вдовы, которые получили похоронки, их 6 человек было, сели вокруг этого костра, обхватили свои колени и молча просто гудели. Слезы шли. Рядом с ними стоял молодой лейтенантик, который был демобилизован, снят с фронта. Хулаев Жабраиль, как сегодня помню, красивый молодой парень, военной гимнастерки. У него орден Отечественной войны и 2 боевые медали. Он стоял рядом, да. Из одного глаза слеза текла и мочила ему гимнастерку, он не замечал, молча стоял. А эти женщины выли рядом, сидели. Вот так вот. Из указа Президиума Верховного Совета СССР. В целях укрепления режима поселения для высланных чеченцев, карачаевцев, ингушей, калмыков, немцев, крымских татар, балкарцев и других установить, что переселение проведено навечно, без права возврата к прежним местам жительства. Самое страшное потом было еще. Приехали офицеры, их 2-3 года как бы признавали, что они действительно участники великого события, участники Великой Победы, что с ними тоже надо разговаривать как с равными, да. Но в 1948 году, 26 ноября, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о взятии на учет всех фронтовиков, в том числе офицеров. Их зачислили тоже в числе арестантов, как и нас. И это был еще один страшный удар по надеждам целого народа. Целых народов, приговоренных к забвению. Старик Абдул, который с нами там жил, он говорит: ну, Эраджи, ты когда-нибудь все равно уедешь. Может, мы останемся. Только как поедешь, пойдешь в Важную, из-за меня будешь пить там воды и поцелуешь камень. А он действительно остался, не вернулся сюда. Снежные барсы над Карачаем носятся быстро среди гор. Бурно по склонам воды Кубани ты выпускаешь на простор. В конце 1948 года на учете состояло 15 425 семей карачаевцев. 56 869 человек, из которых взрослых было 29 284. В первые годы жизни в изгнании людей умирало значительно больше, чем рождалось. Даже возвращение с фронта мужчин не смогло сразу исправить эту тенденцию. До 1 октября 1948 года у выселенных народов Северного Кавказа в общей сложности родилось 28 120 детей, а умерло 146 892 человека. И только начиная с 1949 года рождаемость, наконец, превысила смертность. Мясо по-настоящему один раз я попробовал где-то уже после 1949 года в конзаводе. Там не то зарезали, не то сдохла кобыла, и нам дали кусок мяса. Вот. И там я попробовал мясо. Но это ведь не в традиции балкарского народа, карачаевского конину есть. А там, слава богу, что свинину не давали еще. Ели бы все. Просто-напросто голод, страшный, мучительный голод. Человек не знает, что делать, куда деться, где что найти.
даже вот дети у умершего отца или матери рядом стоят и озираются, чтобы что-то найти, поесть. Сейчас слово «голод» многими уже подросшими людьми воспринимается как пропущенный обед, как пропущенный ужин. Вот так воспринимается. А тогда это страшная болезнь. Это днем и ночью только думаешь о еде, что-то найти. 5 марта 1953 года. На ближней даче в Подмосковье умирает Иосиф Сталин. Горевала тогда, казалось, вся страна. А с другой стороны, это было поводом для очередной амнистии, шансом оказаться на свободе. Помню 1953 год, смерти Сталина, и вот наш учитель, упомянутый Василий Трофимович Черный, подходил к нам, ученикам, поглаживал головки и так далее, и говорил: не плачьте, дети, не плачьте, врачи у нас хорошие. То есть не верьте, мол, да. В душе, наверное, он радовался, да, а нас утешал. По амнистии от 26 марта 1953 года на свободу были отпущены более 1 миллиона осужденных. Вот только репрессированных народов она не коснулась. Выселить народ получилось за считанные часы, а вот реабилитировали его постепенно. 15 лет, 15-16 лет я уже понял, кто я такой. Я враг народа. Я бандит, высланный за бандитизм. Какие были мои заслуги в 6 лет бандитские, я не знаю. И самое обидное, что отец на войне, его младший брат на войне, и 3 брата моей матери на войне. 5 воюют, а нас 5-6 человек детей вместе со стариками и женщинами отправили туда. Но не верить и не надеяться люди просто не могли. Ведь родина их был Карачай. Не было сна, чтобы все время я видел. И наяву я представлял себе Сынты, Кала, там Сынтынский храм. Кала Небеле, Сыртла, Гоккахасла. И ночью я все время видел Кавказ. И тоска. Вот тоска, вот уянам, да, тоска. Вот прямо грудь болит от этой тоски по родине. А когда вернулся сюда, никогда, ни разу, вот по сей день мне 87 лет уже в мае вспомнилось, ни разу среднюю азию не видел во сне. А для казахов, киргизов, русских и других народов здесь был дом, но ставший каким-то странным домом. Домом-каторгой. Казахи сами очень много испытали это. И поэтому, когда приезжают страдающие люди, казах делился последней лепешкой с ним. Относились не как к врагам, вообще такого понятия в нашей степи не было тогда. Что такое? Только как к страдающим людям. Поэтому, так как мы сами, мои казахи, понимали, насколько это все несправедливо. И без этой поддержки и понимания обычных людей, живущих небогато, но у себя дома, в этих краях невозможно было бы выжить ни карачаевцам, ни балкарцам, ни чеченцам с ингушами. Много позже, в 1973 году, Олжас Сулейменов написал откровенное по советским временам стихотворение о Казахстане «Дикое поле». Ровно о том, что он сам и его сверстники, жители Казахстана, чувствовали в годы массовых репрессий. Я бы мог появиться в горах и не зваться казахом, или жить в белой хатке, коров по оврагам пасти. Все равно привезли бы меня
в Джисказган, Ваганзакам, Украина, прости, ой, Ингуш, мою землю прости. И вот там в этом стихотворении я обращался ко всем, по сути дела, ко всем этим народам, для которых моя земля становилась каторгой. Вот. И говорил, что земля, ты прошла испытание Казахстаном. И вот испытание Казахстаном прошел и карачаевский народ. А еще испытание Киргизии. Киргизия мне как родные брата. Мы с ними не ссорились, ничем не отличались друг с другом, не толкали, а все жили вместе, считали друг с другом, работали так же, как братья. Село Маловодное. Когда сюда приехали карачаевцы, оно считалось русским, но постепенно стало и карачаевским. А на Кавказе когда последний раз были? Ой, лет 14, наверное. Тянет туда? Ну, что тянуть теперь уже? Был разов 5 я был там. Ну, постоянно на похороны ездил. Были. Ну, получается, теперь Киргизия у вас родина? Нет. Нет, мы рожденные все оттуда. Мы все коренные таберзинцы. А еще учкуланцы, хурзукцы, джигутинцы, Казахстан и Киргизия, где до сих пор живут эти люди, так родиной для них и не стали. Она одна, в Карачае. Но здесь теперь их дом и могилы родных, с которыми 2 ноября 1943 года они отправились в этот тяжелый путь, оказавшийся для них длинною в жизнь. Кто у вас здесь похоронен? Отец, мать, брат, сестра, бабушка, сестра еще. Не успевали хоронить. Не успевали хоронить. Здесь они взрослели, встретили друг друга, построили этот дом на окраине Бишкека, растили в нем детей. Здесь прошла их жизнь. Дети устроились, дочь вышла замуж, вторая вышла замуж, сын у нас не женатый, родители их не поедут с нами. Вот так и остались. То одно, то другое. Не смогли выехать. Домой тянет? Кто там родился, всех тянет туда. Село Юрьевка. Инглисхан Урусова живет в этом доме с 7 лет. На родине в Карачае за все это время побывать так и не довелось. Здесь вышла замуж, родила 8 детей, воспитывала их. Вот так и прошла вся моя жизнь. Дети, слава богу, все уже определились. У каждого теперь своя семья. А я вот в этом старом доме и живу. По разным причинам около 12% карачаевцев и балкарцев остались жить в странах Центральной Азии. По итогам всесоюзной переписи 1989 года, накануне распада Советского Союза, за пределами России, главным образом в Казахстане и Киргизии, проживали 4743 карачаевца и 5098 балкарцев. Ансамбль «Учкулан» в Киргизии больше, чем просто ансамбль. Он исполняет и знаменитую лезгинку, и другие кавказские танцы, но здесь он как часть Родины, которая всегда с тобой. И карачаевцы, что в Киргизии, что в Казахстане, ничуть не меньше карачаевцы, чем на исторической родине. Но здесь им пришлось завоевывать свое место под солнцем. Горские традиции, язык, память об истории и культура самого народа помогли им не просто выжить, сохраниться как карачаевцам, но и получить уважение других народов. Здесь по ним до сих пор судят и знают, что такое Карачай и его люди.
Первая площадка страны – это Государственная филармония, где вмещается 1108 человек. Зал до отказа полный. И даже к концу концерта люди не хотят расходиться. Когда скучно, люди расходятся, а им бы, наверное, еще если бы продолжали, они бы смотрели. И аудитория разной национальности. В июле 1956-го советский лидер Никита Хрущев признал, что репрессировали карачаевцев по ошибке. Виной тому культ личности Сталина. А официальное возвращение на Кавказ началось с 1957 года. И только в 1989 году депортация карачаевцев, как и других народов при Сталине, была объявлена преступлением. Но вот добиться этого признания и разрешения вновь обрести родину было тяжелее всего. В 1956 году делегация карачаевского народа дважды, 23 июня и 4 июля, ездили в Москву на встречу с Никитой Хрущевым. Последняя, как окажется позже, стала во многом решающей. Длилась она 50 минут. Из воспоминаний участников той встречи. «Наш народ, — обратился к Хрущеву Таубий Курджиев, — после 12-летней ссылки хочет домой. Старики хотят, чтобы их кости легли там, где похоронены их отцы, деды и прадеды. Дорогой Никита Сергеевич, наш народ просит одного у вас — вернуть ему все гражданские права, которыми пользуются все остальные народы Советского Союза». Уже 16 июля ограничения по спецпоселению скорочаевцев были сняты. Но это было не разрешение вернуться, и тем более не политическая реабилитация. Из наказанного народа они превратились в народ помилованный. И вдруг пришла хорошая весть. Карачаевский народ возвращается на родину. Нам об этом рассказали Алиев, Ракай и еще 2 делегатов из той группы, что ездила в Москву с этой просьбой. Брат моего отца, Исса Алий, в честь этого устроил праздник. Зарезал быка, пригласил всех и угощал. А еще Хаджи Сеид из Кумыша организовал концерт, танцы. В общем, радость безграничная. Но как вспомню, сколько людей умерло от голода, сколько прямо на ходу падали и умирали на глазах. 3 мая 1957 года стало знаковым для народа днем. Первые эшелоны с карачаевцами вернулись на родину, в том числе и на станцию Джигута, откуда 14 лет назад их увозили в изгнание. Вдруг видим, все начали день за днем все больше готовиться к отъезду. А потом объявили, есть поезд, и кто хочет, может занимать места. Приехали мы туда, откуда и были высланы, в Усть-Джигуту. А в Джигуте нас ждали уже грузовые машины, чтобы развозить. Они возвращались домой, но своих домов многие не узнали. Там жили чужие люди, и просто так возвращать карачаевцам их собственные дома никто не торопился. По закону, право требовать свое имущество назад народ так и не получил. Многим пришлось свои дома выкупать. В Джигуте поезд остановился, я сошел, а там говорят, разгрузка завтра, а мне не терпится в этот сад. Шел я по этому щелю долго, к дому подхожу, а там чужие люди во дворе. Думаю, не, повернулся, там дорога проходит возле сада вниз. По этой дороге пошел и через каменный забор перепрыгнул в сад. Вот тут я был на 7-м небе. Вспомнил все свое детство. Но были и те, кто карачаевцев ждал. Первая остановка — Ногайская станция Эркен-Шахар. И вот, спустя 14 лет, наконец, дома.
Все люди, старики, женщины прибежали сюда на станцию встречать карачаевцев. Встречали и дети, все выбегали. Женщины приносили кубанскую воду ведрами этим. Некоторые нагайский чай носили, поили их чаем. Вот. Ну, такая встреча была, в общем, здесь. Вот. Некоторые ночевали от радости, женщины даже плакали в вагоне, который карачаевцы. Вот. Приехали мы на родину. На первой остановке в Карачае нас встретили нагайцы. Со слезами на глазах, не скрывая радости. Сколько родного взгляда в них было. Они с ночи ждали этот первый эшелон. Всех нас напоили, угостили разными национальными блюдами. Гармошкой, весельем встретили они нас. Все это мы не должны никогда забывать. Мы впервые такую вещь, что скопление людей было большое. Были тут все население из Кубан-Халка, из моего аула Иркин-Халка, из Адыл-Халка были. Вот они все здесь были знакомые и незнакомые молодые люди. Вот это мы все увидели, конечно, вместе со всеми мы радовались. И в это же время узнали о том, что к нам останутся в ауле карачаевские семьи, у нас остались. Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую в составе Ставропольского края. И названия старые вернулись. Не стало ни Клухори, ни Зидваки, исчезли Меднисхеви и Мтис-Дзири. В вузах Ставропольского края для карачаевцев установили квоты для поступления на льготных условиях. Согласно всесоюзной переписи 1959 года, численность карачаевцев в СССР составила уже 81 403 человека. И снова как будто не было этих 14 лет. Про область стали снимать фильмы, рассказывать, как хорошо и интересно живется карачаевцам в Советском Союзе. Вот только с политической реабилитацией власти не торопились. До 1989 года. Казахстанский поэт Олжас Сулейменов был депутатом Верховного Совета СССР. Он помнит то самое заседание, на котором впервые заговорили о политической реабилитации. Мы, казахи, на этой каторге родились. Вот как. Когда моя страна становилась каторгой народов. И мы это видели, я с детства это все переживал, наблюдал, общался со всеми и уже дружил даже со своими ровесниками вот из этих народов. Карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, крымские татары. Поэтому я имел право выйти, можно сказать, первым выйти на трибуну и предложить вот такой проект закона. Ему возразили, мол, предложение юридически неграмотное. По закону можно реабилитировать конкретного человека, а не народ целиком. Я его прервал и сказал: значит, репрессировать народы можно, а реабилитировать нельзя. И грянули аплодисменты, весь зал это воспринял и не стали больше обсуждать. Приняли это предложение, и работа над законом началась, над проектом закона началась. 14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. А 26 апреля 1991 года был принят уже закон РСФСР о реабилитации. Спустя 46 лет власти ошибку признали и исправили уже окончательно.
Но дождались справедливости внуки и дети тех, кого приговорили к забвению. Тех, кто не вынес дороги, кто умирал от голода и болезней в ссылке с клеймом предателя. Камень-Карча, баллада. У нас на Кавказе, в горах Карачая, где несется в теснение Кубань грохоча, груди в землю ушедшей, столетия встречая, камень-Карча высится сталью звуча. Пусть трясется земля, он еще не покорнее, устоит, пусть в Кубани иссохнет волна. Говорят, он с Эльбрусом единого корня, хоть одна голова над землей видна. С Карачаем прощаясь, день чернее всех прочих, чтоб с землей родной не порвалась связь. Вот от этого камня предки брали кусочек, веря, счастье найдут, с ним домой возвратясь. Черный день мой народ, расставаясь с горами, уносил тот кусочек скитания с собой, целовал и хранил этот камень годами и просил у судьбы возвращения домой. А вершины все ждали хозяев прихода, и степей побелели печали своей, а из глаз тосковавшего горько народа лились слезы надежды во мраке ночей. Ночь исчезла, что долго была над горами, камень предка узнал, вновь частицу свою, и, вернувшись, народ обнимает свой камень солнцем правды согретой в родимом краю. За время незаконного выселения карачаевского народа погибло более 43 тысяч человек, в том числе свыше 22 тысяч детей. На фронтах Великой Отечественной ровно в то же самое время воевали более 15 тысяч карачаевцев. Погибли 9340. 23 карачаевца были представлены к званию Героя Советского Союза. Высшую награду получили 11 участников войны. Все тяготы и унижения высылки наш народ испытал. Но я благодарна Всевышнему за ту справедливость, что восторжествовала, и наш народ вернулся на свою родную землю. Сегодня нет войны, нет ссор и конфликтов. Уже за это мы должны быть благодарны. За все благодарю Всевышнего. В своих молитвах я прошу у Него мира и спокойствия всем, чистого неба над головой, здоровья и мудрости нашим руководителям, чтобы ни одна мать не плакала и не стыдилась за своего сына, а гордилась им. С Северного Кавказа было выселено 37 703 балкарца. Только в пути погибло 562 человека. Из 95 аулов 70 восстановить так и не удалось. С особой теплотой, с особым таким уважением ингушей. Я помню рассказы многих наших стариков, своего отца, относились к карачаевцам, которые также были высланы даже раньше нас. Наверное, годы, проведенные вдали от Родины, годы лишений, до всяких невзгод сблизили эти народы. По разным оценкам было депортировано до 500 000 чеченцев и ингушей. В ходе самого выселения и в первые годы после него погибло примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть примерно каждый четвертый из обоих народов. Эти вот трудные годы все-таки показало, что хотя наши национальности, народности маленькие, народности, но тем не менее они люди, можно их назвать с большой буквы. У них были честь, достоинство, взаимоуважение, сострадание и всячески старались помочь страждущему таким же
высланным, лишенных всех достоинств, людей объединяло одно. Та несправедливая политика, которую проводил Иосиф Сталин в отношении этих наших малых народностей, как один из старейшин Чечен и Ингушетии, я, как председатель Совета алимов СКФО, я обращаюсь ко всей молодежи. Уважаемые братья и сестры, уважайте то, что Аллах нам наделил в эти счастливые годы, в эти счастливые время. Уважайте вот это, цените, не теряйте узы, дружбы с соседями. Ведь Кавказ наш один дом. Кавказ отчий дом, о котором мы должны и дорожить, и которого мы должны беречь. 8 марта 1944 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин подписал указ о награждении чекистов и военных за образцовое выполнение специальных заданий правительства, то есть за операции на Северном Кавказе по лишению целых народов Родины. Всего было награждено 714 человек. 4 апреля 1962 года указ был отменен, а наград военных и чекистов лишили. Kökке terminimiz kenarratla Caşil çepkelli tabiat Ata curtumu seyir kaparı Sağlay dünyaya aytılar Ata curtumu seyir kaparı Sağlay dünyaya aytılar Atam anam da sense Karaçay Kiriş tutuşup dağların Günüm da sense Karaçay Erip ketkince buzların Darman matallı aryoğavana Şorga sulağa tavlağa Sügen kızım aytır sözleni Saylap vereme savgağa Sügen kızım aytır sözleni Saylap vereme savgağa Boz bulutlar kaçkı jelge boysuna Baradılar kıbla taba şımıldan Çırmalaular minge taunu boynuna Köp mıçımay karaydılar başından Çırmalaular minge taunu boynuna Köp mıçımay karaydılar başından Bulutlağa Tyrelmezge küreşe Dev sadakны
ага